Год очень плодотворный, потому что, во-первых, мы 3 законопроекта инициировали, именно фракция Народной партии Казахстана. Они сегодня все находятся в работе Мажилиса парламента. Мы сделали более 1000 законодательных поправок, внесли в разные законопроекты, провели 15 круглых столов, 13 экспертных встреч по разнообразным темам, то есть и приняли в общественное приемление более 2000 человек. Я считаю, что для 5 депутатов это очень хорошие показатели. Наверное, из того, что вот запомнилось, это весной мы не поддержали отчет правительства по расходованию республиканского бюджета. Мы заявили свою четкую позицию, что мы не поддерживаем, указали, почему это сделали. И надеемся, что вот уже весной 2025 года, когда снова будет рассматриваться расходование бюджета, те замечания, которые мы дали, учли. Ну и, конечно, вот эта текущая работа, которая она есть на рабочих группах, на заседаниях комитета, члены нашей фракции, они свою позицию отстаивали, позицию фракции, свою позицию как депутатов. Но в целом мы не ругаемся, хотя бывает иногда на повышенных тонах можем чуть поговорить, но с коллегами у нас такие хорошие рабочие моменты. И я думаю, что это нормальный процесс, когда вот каждая партия, каждая фракция там отставит. У нас же есть еще предвыборная программа, которую мы как раз здесь и реализовываем. И я думаю, это нормальный процесс. И в том числе, когда мы пикетируем с правительством, это тоже главное не выходить за рамки приличия и цивилизованных вот этих дискуссий. Но мы, по крайней мере, этим точно не страдаем. Все в рамках приличия. У нас 3 законопроекта. Первый и вот 2 законопроекта, они уже в 2025 году выйдут в первое чтение. Первый касается оказания юридической помощи и адвокатской деятельности. Второй – охранная деятельность. И третий законопроект, который принят, но еще рабочая группа не создана, он касается профессиональных союзов. Глава государства давал поручение о повышении роли адвокатуры. Вот как раз тот законопроект, о котором я сказал, первый, он направлен на то, чтобы усилить адвокатуру, сделать на самом деле вот эти судебные процессы, где будет равенство сторон, и все процессы, которые будут происходить, судебные, прозрачность, открытость будет. Почему это очень важно? Потому что в судах решаются судьбы людей. И очень важно, чтобы эти судебные процессы они проходили объективно и были равные возможности как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. Второе, это касается охранной деятельности. Самая важная норма – этот процесс деятельности охранных агентств надо упорядочить. Допустим, вот смотрите, до сих пор у нас такая ситуация по охранным агентствам, когда они приостанавливают деятельность или завершают, полностью закрываются, вот эти все спецсредства куда уходят, никто не знает. Сегодня законом, к сожалению, этот вопрос не регулируется. Мы как раз внесли норму, которая будет обязывать в течение 15 дней, они должны в органы внутренних дел сдать все вот эти спецсредства, если оружие и так далее. И, конечно, вот сегодня складывается ситуация, когда мы не знаем, кто приходит в эти агентства охраны. Они же в том числе школы охраняют, какие-то социальные объекты, где прибывает масса людей, зрелищные мероприятия, спортивные мероприятия, и надо знать, кто туда приходит. Здесь были случаи, когда люди, которые имели судимость, они работали в школе охранниками. То есть вот эти вопросы этим законопроектом как раз регулируются. Ну и закон о профсоюзах, вот те процессы в стране, которые сегодня происходят, изменение общественно-политической атмосферы в стране, активизация гражданского общества. Мы считаем, что профсоюзы, как общественная организация, они не должны отставать от этих процессов. И мы внесли на демократизацию создания профсоюзов и расширение их, где они должны не только защищать трудовые права, но и социальные, экономические в том числе. Ну, по нему работа еще не началась. Мы надеемся, в 2025 году будет сформирована рабочая группа и приступит к работе.